34 100-бальника по ЕГЭ в этом году. В прошлом их было двое. Впервые по информатике 100 баллов получил и школьник прошлых лет. Наиболее популярные по выбору у школьников стали такие предметы, как обществознание, история, профильная математика, биология и химия. На сдачу ЕГЭ в республике было заявлено 2469 выпускников. Кампания по сдаче ЕГЭ проходила в России с 27 мая по 1 июля. В республике было организовано 8 пунктов проведения экзаменов, включая 2 на дому. Наилучшие результаты ингушские выпускники показали по русскому, обществознанию, биологии и физике. Результаты детей, наших выпускников, я без ложной скромности должен признать и поблагодарить за это и педагогов, и родителей наших детей, впечатляющие. У нас больше 200 наших выпускников по русскому языку и особенно по обществознанию в этом году экзамены сдали от 70 до 100 баллов. Что касается математики, показатели немного ниже, чем по остальным предметам. Как таковых нарушений при сдаче экзаменов в этом году не зафиксировано. Независимые эксперты провели перепроверку почти 280 высокобальных работ. Из них 2 десяткам были понижены результаты на 1-2 балла. Подошли строго и к отбору медалистов. За успехи в обучении к награждению будут представлены те школьники, которые по 3 выбранным предметам набрали свыше 200 баллов. Но несмотря на столь высокие требования, отличились многие. Наши выпускники в этом году очень хорошо подготовились, очень хорошо учились. У нас 88 золотых медалистов. Мы в торжественной обстановке будем вручать золотые медали 88 нашим выпускникам. Я очень надеюсь, уверен и желаю им, чтобы они поступили в самые престижные вузы нашей страны и вернулись на республику высококвалифицированными специалистами. А те, у кого контрольные позади, а экзамены все еще впереди, смогли отдохнуть в пришкольных лагерях. Это почти 10 тысяч человек. Пик отдыха продолжается и в стационарных лагерях. Это Эрзи, Арамхи, Нефтяник и Комарова. Для ребят созданы все условия для качественного досуга. Программа была у них очень насыщенная, как различными спортивными играми. Мы приглашали по желанию родителей, если родители желают, мы приглашали во все наши пришкольные лагеря детские театры, с соседних субъектов, наш детский театр, театр юного зрителя Республики Ингушетия. Ну, в принципе, у нас оздоровительная кампания пришкольных детских лагеря у нас завершилась успешно. Работают и стационарные лагеря, по сей день они работают, они завершают только 20 августа, это лагеря с круглосуточным пребыванием детей, они еще до сих пор функционируют, там 3-я смена идет. Также в Минобре Ингушетии остро стоит вопрос с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году 68 человек смогут получить 52 квартиры. Правда, в очереди еще много людей, нуждающихся в собственных квадратных метрах. Сегодня я встречался с детьми, лицами, относящимися к категории дети-сироты, приравненным к ним люди. У нас состоялся очень детальный, подробный разговор. Все им объяснили, мы все разъяснили. При этом я особенно хочу подчеркнуть, я особо подчеркиваю, что в Республике Ингушетия нету ни одного случая нарушения прав детей-сирот в части предоставления им жилья. Ни одного замечания со стороны уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по правам человека и прокуратуры республики мы не получали, и таких случаев в республике нет. У нас 906 человек в очереди стоят. Например, в этом году мы получили средства с федерального бюджета, уже они в республике, уже тендерные мероприятия проводятся только на 52 квартиры. Вот представьте сами, 906 человек, 906 человеку через сколько лет он получит? Конечно, неприятно, мне самому это неприятно, но мы движемся, мы работаем. Все зависит от объема финансирования с федерального бюджета. Но без квартир никто не останется в любом случае. Без квартир, ответственно заявляю, никто не останется. Если кто-нибудь из лиц, детей-сирот, кто-либо считает, что нарушены его права, могут обратиться лично ко мне, если не могут добраться, на моей странице в Instagram, странице в Facebook, на официальном сайте Министерства образования есть раздел «Письмо министру». Обращайтесь напрямую к министру. Ни одного случая нарушения прав детей, ни одного случая нарушения закона в этой сфере в Республике Ингушетия не допущено и не будет. Но чтобы и в дальнейшем также сохранить такие же темпы, я прошу, если кому-то нужна моя помощь или кто-то хочет ко мне обратиться, чтобы мне писали, лично мне звонили, писали и приходили ко мне.
В общем, с начала 2015 года свое жилье получили 424 человека. В прошлом году ключи от квартиры раздали 19 детям-сиротам, а остальным же нужно потерпеть и дождаться своей очереди. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.